После скандалов с обманутыми дольщиками в разных регионах страны зазвучали призывы запретить в России долевое строительство вообще. Я помню один из газетных заголовков 2015 года «Запретить и забыть». Что же тогда будет с жилищным строительством? Ведь сегодня главный инвестор – это как раз дольщики. Большинство домов с участием дольщиков возводятся вполне успешно. Но что делать, если новоселье затягивается, а застройщик оброс долгами? Возьмем многоэтажку в Сыктывкаре на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской. Дом «Красавец» должен был стать первым в жилом комплексе «Солнечный». Люди вложили сюда кредиты, средства материнского капитала, сбережения. Кто-то даже продал свою квартиру на вторичном рынке, чтобы инвестировать деньги в новостройку. Евгения Новоселова встретилась сегодня с дольщиками и застройщиком «Солнечного». В этот двор сыктывкарцы Александр, Николай и Иван ходят как на работу. Первый и, по всей видимости, последний дом жилого комплекса «Солнечный» должны были сдать еще в декабре 2015-го. И вот под занавес лета 2017 дольщики услышали – дом ведут в эксплуатацию. Правда, есть замечания. Нас служба стройнадзора приглашала каждого дольщика индивидуально на дом, где проходил осмотр его квартиры, и каждый из дольщиков писал свои замечания. За всех дольщиков я не могу сказать, у кого какие были замечания, но у большинства дольщиков проблемы были регулировка окон и проблема с входными дверями, то что они перекрывают друг друга. В частности, вот у меня такая проблема. И это не устранено на данный момент. Есть вопросы и к придомовой территории. К примеру, из обещанных зеленых насаждений наша съемочная группа обнаружила только лопухи. А детская площадка встречает бассейном, который вряд ли был в изначальном плане. Должно было быть сделано полностью благоустройство. А за все лето установлен детский городок. Детский городок, видно, что такой, я бы сказал, бюджетный вариант. Дальше никакого озеленения нету. Отсутствует укрепление склонов, все размывает. Ливневой канализации нет, и вся вода, которая течет оттуда сверху, течет через детскую площадку и размывает весь склон. Да, размывается. У нас есть, скажем, проектное решение, по которому мы выполнили данные работы. Но, видимо, не учли при проектировании, что достаточно большой объем воды будет проходить через данный участок. И сейчас проектировщики дают мне решение, чтобы мы проложили лотки вдоль оврага и выставили также лотки, чтобы организованно вода стекала. То есть это тоже проектное решение. До конца этого месяца оно должно быть осуществлено. И размытую насыпь, и отсутствие отбойников на парковке, и лужи на стоянке. Валерий Пшеницын, тот, что руководит строительными работами, не считает большими проблемами. Обещает даже быстро решить вопрос с окнами-дверями. Самое главное, что наконец-то установлен насос системы пожаротушения, считает он. Вчера агрегат был собран, а сегодня его протестируют. Вот наш тепловозел, он исполнен еще 2 года назад. Вся проблема сейчас была в том, чтобы закончить вот этот водомерный узел и пожарную установку. Сейчас все здесь в порядке? Да, оно все сделано. Но осталось бы только соединить и испытать ее. Оптимистичные речи застройщика Иван, Николай и Александр выслушали сдержанно. Выдохнут мужчины только тогда, когда из разряда дольщиков перейдут в статус полноправных владельцев квартир. В сообществе ВКонтакте обсуждение насчитывает почти 6 тысяч сообщений, больше 6 тысяч сообщений. Посчитайте, сколько времени люди на это тратят, сколько нервов. Всем уже там скандалы, ругань. Если не прикладывать усилия, не стучаться, не говорить, не кричать об этом, то вообще ничего не происходит. Понимаете, вот хотя бы что-то начинает происходить тогда, когда жильцы начинают объединяться, проявлять инициативу. И вот сегодня Управление информации мэрии Сыктывкара обнародовало релиз, цитирую. В администрацию Сыктывкара поступил пакет документов для получения разрешения на ввод дома в жилом комплексе «Солнечный». Тем самым вопрос ввода в эксплуатацию этого жилого здания будет решен в ближайшее время. Строительство объекта завершено, документы на ввод в здание зарегистрированы и будут рассмотрены в администрации города. Сегодня Республиканская служба строительного, жилищного и технического надзора начала итоговую проверку здания. И у нас в студии Людмила Можегова, которая в Госстройнадзоре Коми отвечает за контроль в области долевого строительства. И Роман Нараб, юрист, руководитель регионального общественного учреждения по защите прав потребителей доверия, который в судах отстаивает право
дольщиков. Людмила Гафуровна, Роман Игоревич, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые телезрители, можете позвонить по телефону 46 90 60 и задать вопрос нашим экспертам. Итак, мы только что посмотрели с вами репортаж. Вроде бы дом готов, насос наконец-то поставлен, вот его протестируют. Людмила Гафуровна, какие еще есть принципиальные претензии? Ну, принципиальных претензий, как вы говорите, нет. Сейчас, как уже в пресс-релизе администрации города было сказано, пакет документов подготовлен в администрации города, он находится. У администрации есть 10 дней на принятие этого решения. Служба Республики Коми Стройжилтехнадзора проводит итоговую проверку с 14 по 19 сентября, срок ее проведения. Будет принято законное решение о выдаче заключения о соответствии. Я правильно понимаю, речь идет о сентябре этого года? Да, конечно. И еще вот в сюжете прозвучали такие претензии дольщиков, окна, двери, тоже дорогой вопрос. Вот за чей счет их будут менять? Да, действительно, мы провели осмотры почти 70% квартир. Основная масса замечаний по окнам, по дверям. Устранить замечания по окнам планирует организация, которая осуществляла монтаж в рамках доработки вот этих замечаний. А по дверям обязательства на себя хочет принять генеральный подрядчик строительства и ремонта. Дольщики не будут тратить на это свои деньги? Нет. Роман Игоревич, вот вы в судах защищаете дольщиков не первый год. Вот скажите, у нас дольщики защищены или нет? Как складывается судебная практика? В зависимости от ситуации. Очень многое на самом деле зависит от застройщика, в какой финансовой ситуации он находится. Если застройщик имеет денежные средства, он не находится на стадии банкротства, то вполне дольщики защищены, и можно говорить даже о том, что они защищены законом более чем застройщик. В части, опять же, неустоек за нарушение сроков передачи объекта долевого участия, а также возможности дольщиков расторгнуть договор долевого участия в случае каких-либо нарушений застройщика. Но больше каких? С плюсом у вас дело или с минусом? Выигрываете? Дела практически все идут на плюс, на выигрыш. Единственный вопрос уже идет об исполнении судебного решения. То есть, опять же, касается застройщика. Или застройщик банкротится, тогда тяжело взыскать, тяжело получить денежные средства, поскольку их в принципе нет. Ну и в остальных ситуациях проблем не возникает. Защищены или не защищены дольщики? Могу сказать, что защищены. Защищены. На сайте Республиканской службы Стройжилтехнадзора есть целый раздел, посвященный дольщикам. Там размещен реестр проблемных домов, при строительстве которых нарушены права дольщиков. В этом списке сейчас 6 объектов. 1 в селе Выльгород Сыктывдинского района и 5 в Сыктывкаре. Вот если мы возьмем Сыктывкар, то кроме дома на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской, в реестр входит дом номер 1 по Нагорному проезду. Там пострадал 61 дольщик. Объект возводила инвестиционно-строительная компания, сокращенно ИСК. Дома номер 3, 9, 10 на Ручейной, 11 дольщиков, застройщик все та же компания ИСК, причем на месте 9-го дома Поляна. Год назад из этого реестра исключен дом номер 87 на улице Морозова, 27 дольщиков, многоэтажку строила московская компания «Северстрой Инвест». Вот сейчас этот дом, и я попрошу показать видео, достраивает Фонд развития жилищного строительства республики, то есть произошла смена застройщика, и мы видим реальный результат. Работы идут, так многоэтажка выглядит сегодня. Людмила Гафуровна, вот смотрите, в реестре вроде бы этого объекта нет, исключен, но он там есть, я его там видела. Вот почему? Потому что дом в эксплуатацию не сдан? Нет, у нас реестр формируется, скажем так, для аналитики без фактического исключения реестра, объекта из реестра, просто отражаются отдельным разделом сведения о том, что принято решение об исключении дома из реестра. Но вообще он ведь еще не сдан. Планируется ввод в эксплуатацию до 31 декабря текущего года. Роман Игоревич, вот по этому дому Морозова 87 ведь было изначально понятно, что все будет непросто. Можно было изначально дольщикам, изучив документ о компании-застройщике, понять, что, наверное, не стоит связываться. Да, естественно, в частности, эта компания имела подобный дом в виде первого объекта. Уставный капитал организации составлял 10 тысяч. Несерьезно. Соответственно, можно было понять, что каких-то положительных моментов в части сдачи срока вовремя ждать не стоит.
Ну вот понятно, вот такая компания «Северстройинвест», там можно было просчитать. Людмила Гафуровна, а если возьмем такие, ну, вполне солидные компании, Томстрой, ИСК, вот там можно было свои риски изначально просчитать дольщикам? Мне бы хотелось сказать, что эти риски можно было бы просчитать заранее, но не берусь судить, потому что вот эти громкие истории, когда гиганты строительного рынка встают, не достраивают свои объекты, они, к сожалению, сейчас становятся... То есть дольщик, он как предприниматель на свой страх и риск действует? Да, долевое строительство является предпринимательской деятельностью, и дольщик является своего рода инвестором, он несет эти деньги. Конечно, законодательство предусматривает, что определенный перечень документов дольщик, любой, даже не дольщик, любой гражданин может запросить у застройщика, и застройщик обязан предоставить. Это и правоустанавливающие документы на землю, и разрешение на строительство. То есть граждане не должны пренебрегать этим правом, своей возможностью, обязательно должны знакомиться с этими документами. Ну и, конечно, знакомиться с историей компании, как давно она на строительном рынке, есть ли у нее реализованные проекты, заботиться вопросом о ее финансовом благополучии. Но все равно это не 100% успеха. Можно все это как бы, да, почитать, хорошая компания и попасть. К сожалению. Роман Игоревич, вот вы бы что добавили? По Томстрою и ИСК было изначально понятно, что что-то не так? Ну, что касается Томстроя, это действительно неожиданность в плане приостановки строительства, самого банкротства компании. В части ИСК возможно было предугадать, поскольку это изначально было бюджетное жилье. ИСК до момента строительства домов на Ручейной занималась строительством на улице 65 лет Победы. И тогда уже возникли проблемы. Тогда было понятно, что претензии к данной компании имеются. В части качества строительства и судебные иски были. То есть надо репутацию компании знать? Естественно. Как-то более тщательно проверять. Вот мне говорят, у нас есть звонок в студии. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, Александр, добрый день. Добрый день, задавайте вопрос. У меня вопрос вот к Роману, он как юрист, как я понимаю. Он юрист. Вы сказали, что есть судебное решение, есть уже исполнение. А вот как исполняется вот это вот все? Как исполняется? Если обращение дольщика было своевременное, то есть если мы говорим о неустойке, то до момента сдачи ввода дома в эксплуатацию, что повышает шансы на получение денег, компания продолжает вести деятельность, то исполняется достаточно хорошо. То есть понятно, что есть два пути: или через судебных приставов, что чуть дольше, или через банк, где находится расчетный счет компании, что быстрее. Но в случае продолжения компании действовать на рынке, строительства объектов, получить денежные средства можно. Вот давайте перейдем к Нагорному проезду. Дом в центре Сыктывкара должен был стать началом пилотного проекта по квартальной застройке столицы. Амбициозный проект, большие планы. Предполагалось, что вместо деревянных двухэтажек вырастет современный жилой комплекс. Этого не случилось. Кто будет достраивать дом и когда дольщикам ждать новоселья, обсудим после рекламы. Это программа «Детали дня». Мы говорим о долевом строительстве в Сыктывкаре. Сейчас о доме на пересечении улиц Юхнина и Нагорного проезда. Строительство заморожено, пострадал 61 дольщик. Компания-застройщик ИСК проходит процедуру банкротства. Что предпринимают дольщики? Вот мы сейчас пытаемся связаться с активистом, с Леонидом Носовым. Есть ли у нас связь? Есть у нас связь. Отлично. Леонид, добрый вечер. Здравствуйте. Я знаю, что у дольщиков по Нагорному проезду тоже есть очень активная группа ВКонтакте. Сейчас в группе предлагается подавать заявление в арбитражный суд о включении в реестр требований о передаче жилых помещений. А зачем это нужно дольщикам? На самом деле заявление мы уже подали. Ну, по крайней мере, мы с супругой заявление подготовили, направили ИСК, направили конкурсному управляющему, и я лично занес в арбитражный суд. А зачем это вам нужно? Что это дает? По крайней мере, это дает, закрепляет за мной право, что я требую квартиру себе. Ну, чтобы было основание, допустим, сменить застройщика, требовать что-то от других. Вот я знаю, что да, на последнем вашем собрании было принято решение о смене застройщика. Вообще все ли дольщики выступают за этот шаг? На самом деле, на сегодняшний день все дольщики, по крайней мере, те, кто вот в группе ВКонтакте, они все высказываются о смене застройщика.
Не все, потому что понимают, что текущий застройщик раз банкрот, нам все равно его, для нас остался единственный выход — смена застройщика. Потому что если мы попытаемся просить деньги у текущего банкрота, у текущей компании ИСК, которая, получается, объявлена банкротом, мы получим не те деньги, которые вложили, а гораздо меньше. Поэтому нам гораздо выгоднее, целесообразнее все-таки требовать квартиру и менять застройщик, чтобы застройщик новый достраивал квартиру. Я даже знаю, что определен этот застройщик. Это Фонд жилищного строительства республики. Совершенно верно, это было определено как раз на собрании, которое в июне мы ждали, что где-то в июле мы подпишем новое доп. Соглашение, но процесс как-то затянулся. Может быть, его непонятно, где заморозки, потом на какое-то время решением суда было заключено отчуждение, а сейчас его уже стало ясно, есть решение о том, что компания банкрот, но тем не менее мы должны заявить свои права, и ничто не мешает при этом нам еще и сменить дольщика, сменить застройщика. Застройщика. Леонид, спасибо вам большое. Вот ваш вопрос, почему же так долго, Людмила Гафуровна, почему же так долго менять застройщика? Это действительно не одномоментный процесс. Да, в июне 20 числа проведено было собрание с дольщиками. Единогласно все присутствующие дольщики поддержали предложение Минстроя, службы. Сменить застройщика, у нас положительный опыт в республике имеется. Пример Морозова 87 мы уже приводили. Да, в июне договоренность была достигнута. В июле проводились организационные мероприятия по подготовке этого соглашения. Когда же это свершится? Но мы ожидаем, что 20 сентября этого года в 4:30 мы проводим собрание с участниками долевого строительства, с фондом, с представителем ИСК, Минстроя и предложим уже дольщикам подписывать листы согласия к соглашению о смене застройщика. Поняла. Вот если в октябре меняется дольщик официально со всеми документами, когда будет сдан дом по Нагорному проезду? Фондом развития обозначалась дата или срок, в течение которого может быть достроен объект с момента начала строительных работ, это 13 месяцев. Это конец 2018 года? Предположительно. Роман Игоревич, вот в таких проблемных ситуациях, я знаю, вы никогда не советуете дольщикам расторгать договоры долевого строительства. Почему это ваша такая принципиальная позиция? Это не просто моя позиция, я считаю, что это единственная правильная позиция. Когда застройщик находится в стадии банкротства, ожидать возврата денежных средств, вложенных в долевое участие в полном объеме, не следует. У банкрота денежных средств очень мало. Зато требований от кредиторов, напротив, достаточно большое количество. Соответственно, вложив, условно говоря, 2 миллиона в долевое участие, дольщик может получить от застройщика и 100, и 200 тысяч, а может получить 0. Фактически 0. То есть единственным правильным решением это оставлять за собой право на данный объект долевого участия и ждать, когда новый застройщик сдаст уже целиком дом. Людмила Гафуровна, вы поддерживаете? Да, конечно, поддерживаю своего коллегу. В любом случае, оставляя за собой право дольщика, не денежные требования, дольщики в конечном итоге могут и получить квартиру от другого застройщика, что сейчас мы и пытаемся, скажем так, реализовать по домам на Нагорной. Вы смотрите, у нас есть еще 3 дома на Ручейной, которые возводила компания ИСК. Работы не ведутся. Общее количество пострадавших дольщиков 11. И вот что сегодня деталям дня сказала дольщик дома на Ручейной 10 Ольга Барабан. В данный момент мы, дольщики, находимся в ожидании передачи наших строек новому застройщику. Это фонд республиканского жилищного строительства. Процедура длится. Желание наше давно выражено именно в такой позиции, но все это очень долго. В данный момент все дольщики чем занимаются? Сдают заявление в арбитражный суд о вступлении в реестр кредиторов. То есть, чтобы мы при неблагоприятных последствиях остались хотя бы с чем-то. Может, даже с этим заявлением и останемся мы. Людмила Гафуровна, вот ситуация по Ручейной, она сложнее, чем по Нагорному проезду или одинаковая?
Ну, конечно же, есть свои нюансы, специфика, проект совсем другой, да. Тем не менее, алгоритм действий принято было такой же, решение было такое же выстроить, как с Нагорным, то есть тоже смена застройщика. Новый застройщик принимает комплексно и Нагорный, и дома наручения. Сроки будут те же? Финал 18-го или они будут дальше продвигаться? К сожалению, этот вопрос пока не обсуждался, не берусь говорить о сроке. Вот особенно меня интересует дом номер 9, где поляна. То есть там дома еще нет, но один дольщик уже есть, и даже ради одного дольщика вы же должны как-то его защищать. Да, конечно. Но вообще в этом районе предполагается строительство еще и других объектов, поэтому, конечно, достройка дома должна быть осуществлена. Людмила Гафуровна, у меня такой вопрос. Вот ваша служба подключается, когда уже есть проблема? Вот ваша-то миссия, если громко так сказать, какая? Ну, конечно, и предупредить появление, да, этих проблемных объектов. Ну и, конечно же, на самом в зародыше, да, проблему разглядеть, увидеть и принять меры. Или нет пока? Конечно, конечно, стараемся принимать все возможные меры. Большие дома под особым контролем. Поступают звонки от граждан с вопросами о том, ведется тот или иной дом в эксплуатацию в срок, который обозначает застройщик. Конечно же, стараемся принимать меры, разъяснять и, так скажем, держать руку на пульсе. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, это вот мы одни такие несчастные жители Сыктывкара, что вот у нас постоянно проблема с какими-то недостроенными домами, или же другие города, регионы тоже сталкиваются? Ну, насколько я знаю, как раз у нас проблема, если в нашей республике в Сыктывкаре, один дом в Ильгарте. Да. Почему у нас в остальных все хорошо? В остальных городах и районах Республики Коми, ну, наверное, это хорошо, что так ситуация пока складывается. У нас, конечно, Сыктывкар, понятно, всем лидер по объемам долевого строительства, да, там 80% строек находится именно в Сыктывкаре. Особенность в том, что в других муниципалитетах у нас строятся в основном дома по муниципальным контрактам, да, там, конечно, муниципалитеты принимают меры. Ну вот я знаю, в Ухте тоже строят по долевке, да. И там все нормально. И как раз проблема сконцентрирована именно в Сыктывкаре. Да, сейчас в Ухте строилось 2 многоквартирных жилых дома, один уже введен в эксплуатацию, второй вот в ближайшем времени должен быть станет. В других регионах сейчас есть какие-то проблемы? Вот самые острые, если мы возьмем. Или вы не владеете, Роман Игоревич, ситуацией? Владею информацией. У нас, на самом деле, не такие большие проблемы. Самые проблемные регионы — это Московская область и Санкт-Петербург. Большие крупные застройщики в связи с ухудшением финансового положения фактически ушли с рынка, также находились на стадии банкротства, а с учетом специфики, допустим, Подмосковья, когда строили объекты не просто домами, а целыми микрорайонами, точно так же стоят объекты, но в отличие от нашего региона, где есть и шансы, и, в принципе, по сложившейся ситуации мы видим, что другие застройщики подхватывают, помогают. Да, данную... Уж я не знаю, добровольно или принудительно, но подхватывают и доделывают. В Московской области такого в настоящее время не наблюдается. Вот надо, наверное, сказать нашим жителям, которые покупают сейчас недвижимость, и в Санкт-Петербурге, и Московской области, быть тоже очень бдительными. В детали дня обратились дольщики жилого комплекса «Европейский» в Сыктывкаре. Они получили письма от застройщика о переносе сроков сдачи дома. В начале этого года мы решили приобрести квартиру в строящемся доме жилой комплекс «Европейский». Заключили договор долевого участия с деловым альянсом. При заключении договора нам обещали, что ключи мы от квартиры получим 31 августа, на что, собственно, мы и надеялись. Но спустя 2 месяца мы получили уведомление от делового альянса о том, что сроки сдачи нашего дома переносятся на конец этого года. То есть по уже этому уведомлению ключи от квартиры мы должны будем получить только 31 декабря. Вот хотелось бы знать, что нам делать в этой ситуации. Итак, вопрос экспертам, что делать? На самом деле, в настоящее время повода для беспокойства нет. Ожидать сдачи объекта и внимательно читать документы, которые застройщик предлагает. Потому что сейчас застройщик будет направлять дополнительное соглашение. Согласно этому дополнительному соглашению, дольщик принимает отложенный срок сдачи
объекта и в случае подписания его не сможет претендовать на выплату неустойки. А что делать? Не подписывать? Не подписывать дополнительное соглашение, выходить в суд с исковым заявлением о взыскании неустойки. Людмила Гафуровна, вы что бы посоветовали? Я, конечно, не совсем соглашусь со своим коллегой. Вот действительно особенность долевого строительства в том, что не запрещено изменять предусмотренным договором срок окончания строительства. И можно и 20 раз Нет. изменить. Но застройщик обязан действительно своевременно уведомить дольщика о невозможности завершения строительства и предложить заключить дополнительное соглашение. Это доп. Соглашение действительно влечет утрату прав на неустойку, поэтому мы всегда говорим дольщикам, я разъясняю, предусматривайте возмездность этих соглашений, предусматривайте выполнение каких-то работ, то есть чтобы скомпенсировать свою потерю на, например, остекление балкона. Вполне В законный общем, нужно способ. бежать к юристам сначала. Ну, И или позвонить в службу. консультироваться, что делать, не подписывать пока никаких, правильно, документов, пока вы не проконсультировались. Да, все правильно. Единственное, дополню. На моей памяти нет ни одного застройщика, который в своем дополнительном соглашении предполагал бы какие-то действия свои дополнительные. У меня есть положительные примеры, поэтому застройщики идут на это, конечно. Если их об этом просить и мотивировать. Вот смотрите, у нас этим летом появились 16 дольщиков, которые официально получили статус пострадавших. Хотя получить этот статус сложно, ужесточены требования. Но у меня вот какой вопрос. Стоит ли людям мучиться, собирать такие документы? Вот как я поняла, этот статус пострадавшего дольщика, он ничего не дает. Или я не права? Реестр пострадавших, или, как мы чаще говорим, обманутых дольщиков, да, он является федеральным, есть федеральные критерии. И, скажем так, количество граждан, признанных обманутыми в субъекте, это тоже определенный показатель, да, той ситуации, которая складывается в долевом строительстве. Ситуация понятна. Да. Но вот я обманутый дольщик. Что мне? Вот завтра мне куда бежать за деньгами или за квартирой? Или, ну, статус, и все тут. Есть определенные меры господдержки. Закон Республики Коми у нас действует о дополнительных мерах государственной поддержки граждан, участников долевого строительства. Он, если говорить о денежных каких-то выплатах, предусматривает возможность получить социальную выплату в виде компенсации 2/3% по кредитам, которые уплачены для приобретения жилого помещения. Но, конечно, есть ремарка, да, эту выплату получают только граждане, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. То есть стоят в муниципалитете на учете. Что вы скажете? Фактически, Может, не тратить силы, время, нервы, не бегать, не получать этот статус? Фактически в нашем регионе я бы не сказал, что есть особый смысл в получении данного статуса. У нас То есть можно другими нет таких действовать. проблемных объектов. То есть даже те задержки, которые имеются, в том числе и по ИСК Томстрою, они все равно будут решены. Что ж, уважаемые эксперты, спасибо за участие в нашей программе. А детали дня можно посмотреть на сайте Юрган.РФ и посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома. Всего доброго, до встречи.